Бога-человек Иисус Христос, Его воплощение и единство лица. Сущность Боговоплощения состоит в том, что сам Сын Божий, не переставая быть тем, чем Он был от вечности, то есть истинным Богом, становится сверхъестественно родившись по человечеству от Пресвятой Девы Марии тем, чем Он не был, то есть истинным человеком. Святой Иоанн Дамаскин описывает это величайшее чудо следующим образом. «Тогда осенил Деву Марию, как бы божественное семя, Сын Божий, ипостасная премудрость и сила Всевышнего Бога, единосущная Отцу, из непорочных и чистейших ее кровей, образовав себе начаток нашего состава, плоть, оживленную душою мыслящую и разумную, не через оплодотворение семени, но творчески, через Святаго Духа». Это значит, что в силу сверхъестественного зачатия человечество Спасителя никогда не существовало отдельно от Божества, как отдельная человеческая особь. Святитель Григорий Богослов утверждает: если кто говорит, что в Деве образовался человек, потом уступил место Богу, то он осужден. Таким образом, вследствие воплощения, Бог Слово пребывает в таком же отношении к воспринятой им человеческой природе, в каком личность каждого человека находится в отношении своего тела. По словам святителя Кирилла Александрийского, с момента воплощения человечество поистине собственно Слову все животворящему, собственно так, как если бы случилось кому-нибудь из нас называть свое тело собственным. Святитель Иоанн Дамаскин разъясняет: само Слово сделалось для плоти ипостасью, следовательно, одновременно с тем, как образовалась плоть, она была уже плотью Бога Слова. Это значит, что человечество Спасителя ни одного мгновения не существовало до воплощения, но самое бытие свое получило в ипостаси Бога Слова, став с момента зачатия собственным человечеством Бога, Сына Божия. С этого мгновения вся жизнь воспринятого человечества, душевная и телесная, становится содержанием божественной личности, второго лица Пресвятой Троицы. Следовательно, во Христе нет отдельной человеческой ипостаси, особого человеческого лица, отличного от лица Сына Божия. Христос не обладает некой человеческой ипостасью, которая обособлена подобно нашей, но ипостась Слова является общей, неотделимой как от Его человеческой, так и от Его божественной природы. Во Христе Иисусе есть единое лицо Бога Слова, единое Я, единично сознающее себя в двойстве естеств и управляющее всеми явлениями и обнаружениями в жизни человека. Иными словами, во Христе есть истинная человеческая природа, включающая и тело, и душу с их естественными свойствами и способностями. Но тот, кто обладает этой природой как своей собственной, тот, кто живет и действует через эту природу и осознает себя через нее, есть Бог, второе лицо Пресвятой Троицы. Тем самым Христос есть единая ипостась, единое лицо, единое Я, личность, тождественная второму лицу Пресвятой Троицы, Сыну Божию. Бог Слово есть единый субъект всех действий и состояний Бога-человека, как по божеству, так и по человечеству. Слово «воплощение» означает восприятие плоти вообще и не является достаточным для указания на полноту воспринятой человеческой природы. Поэтому в тексте символа веры включено слово «вочеловечившийся». Исторически это связано с заблуждением Аполлинария Лаодикийского, жившего в IV веке.
Пытаясь рационально объяснить тайну соединения во Христе двух природ, Аполлинарий пришел к выводу, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей полноте, поскольку два свободных разумных существа не могут соединиться воедино. Исходя из платонистской антропологической схемы, согласно которой человек состоит из тела, души и духа или ума, Аполлинарий считал, что во Христе было лишь человеческое тело и человеческая неразумная душа, оживляющая тело. Однако ума, являющегося источником самоопределения человека, во Христе якобы не было, его заменил божественный логос. Таким образом, по мнению Аполлинария, можно говорить только о воплощении, а не о вочеловечении слова, поскольку Христос не является истинным совершенным человеком. В полемике с Аполлинарием святые отцы сформулировали сотириологический принцип «не воспринятое, не уврачевано». Господь воплотился, чтобы спасти и исцелить поврежденную грехом человеческую природу. Поэтому Господь воспринял в единство своей ипостаси всю полноту человечества. То, что Господь воспринял, то и исцелено. И напротив, то, что не было воспринято, то должно было бы остаться в падшем состоянии. Исходя из этого принципа, святитель Григорий Богослов писал: «Ум в Адаме не только пал, но первый был поражен, ибо что приняло заповедь, то и не соблюло заповеди, то отважилось и на преступление, и что приступило, то и наиболее имело нужду в спасении, а что имело нужду в спасении, то и воспринято, следовательно, воспринят ум». Каким же образом соединены во Христе две природы – божеская и человеческая? Для того, чтобы правильно это понять, сперва нужно рассмотреть те заблуждения, которые были связаны с неправильным пониманием этого образа соединения. Неправильно понимали образ соединения еретики несториане и монофизиты. Образ соединения двух естеств можно мыслить трояким образом. Во-первых, это соединение можно мыслить как чисто внешнее соприкосновение, при котором естества полностью сохраняют свою самотождественность и самостоятельность. В христологии такое понимание соединения естеств имело место в несторианстве. Ересиарх Несторий, в противовес Аполлинарию, столь сильно акцентировал внимание на полноте воспринятой Богом словом человеческой природы, что человечество Спасителя рассматривалось им как отдельный самостоятельный человек, соединенный с божеством некоторой внешней благодатной связью. Образ мысли Нестория свидетельствует, что он признавал во Христе отдельный человеческий личностный центр, отличный от лица Бога Слова. Таким образом, единство божества и человечества во Христе оказывается чисто внешним. Это единство власти, чести, силы и благоволения. Но в таком случае невозможно понять, чем же, собственно, соединение человечества и божества во Христе принципиально отличается от соединения Бога с ветхозаветными праведниками. Получается, что отличие Христа от праведников Ветхого Завета состоит лишь в степени, но не в качестве. Во-вторых, единение естеств можно мыслить как физическое соединение, вследствие которого возникает новое естество, отличное от исходных элементов качественно. При этом соединяющиеся природы утрачивают свою самотождественность. Выразить тайну соединения божества и человечества во Христе в категориях природы пытались монофизиты, от греческого «монос» – «один» и «физис» – «природа». Монофизиты учат, что во Христе божество и человечество составили единую сложную природу,
но при этом они вынуждены были жертвовать полнотой воспринятого Богом Словом человечества. Человечество во Христе, с их точки зрения, не является полноценным, активным, живым началом. В монофизитских христологических системах всегда присутствует момент ассимиляции человечества божеством. Богослов Владимир Николаевич Лосский писал о монофизитах. Как бы ни были многочисленны оттенки внутри монофизитства, одно всегда оставалось общим для всех монофизитов – Христос – истинный Бог, но не истинный человек. В конечном пределе человеческое во Христе – только видимость. Но если Христос сам не есть истинный человек, если его человечество ущербно, то каким образом он может соделать совершенными приходящих к нему? Третье. Согласно православному учению, во Христе имеет место быть ипостасное соединение естеств, единство по ипостаси, при котором соединяющиеся начала, полностью сохраняя свою природную самотождественность, теряют независимое, самостоятельное бытие, образуя единое существо, характеризующееся единством жизни, единое лицо. Наиболее совершенной иллюстрацией ипостасного соединения святые отцы считали антропологический пример. В человеке душа и тело, будучи различными природами, составляют одного человека, одну особь и одно лицо. В VI веке Леонтий Иерусалимский писал: «Всякий человек состоит из души и тела, а Спаситель состоит из божества и человечества». Апостол Павел говорит, что явление Бога во плоти есть великое благочестие тайна. 1 Тимофея 3,16. Образ соединения естеств во Христе недоступен нашему пониманию, поэтому выразить эту тайну мы можем только в отрицательных, апофатических терминах. В Оросе Четвертого Вселенского собора содержится 4 термина, посредством которых описывается образ соединения божественной и человеческой природ в едином лице Господа Иисуса Христа. Термины эти следующие: неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Что они обозначают? Неслитно. Это означает, что в результате соединения две природы не слились между собою, так, чтобы составилось из них новое естество, отличное от исходных. Оба естества пребывают в лице Спасителя как два реальных, различных естества. Неизменно или непреложно. Это означает, что в результате соединения ни божеское естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божеское. Но то и другое остается целым в лице Спасителя, сохраняя тождественность своих качественных определений. Нераздельно. Хотя два естества во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они, тем не менее, не существуют отдельно, не составляют двух особых лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единую ипостась воплотившегося Бога Слова. Неразлучно. Соединившись в единую ипостась с момента зачатия Спасителя, два естества никогда не разлучались и не разлучатся. То есть во Христе имеет место быть непрерывное соединение естеств. Терминами «неслитно» и «неизменно» совершенно не спровергается ересь монофизитства, а терминами «нераздельно» и «неразлучно» – несторианство. Ипостасное соединение во Христе двух естеств имеет определенные следствия по отношению к нему самому. Первым следствием является так называемое общение свойств, то есть одно и то же лицо Бога Слова может именоваться и Богом, и человеком. При этом свойства человеческие приписываются Христу как Богу. Например, распяли Господа славы,
1 Коринфянам 2:8. Мы примирились с Богом смертью Сына Его. К Римлянам 5:10. И наоборот, свойства божеские приписываются Христу как человеку. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. От Иоанна 3:13. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам 15:47. В богословии это явление получило наименование «общение свойств». Святой Иоанн Дамаскин разъясняет, что это такое. Таков способ взаимного сообщения свойств, когда каждое из обоих естеств передает другому свои свойства по причине тождества ипостаси. Второе следствие соединения – это обожение человеческого естества во Христе. Человеческая природа Господа Иисуса Христа через соединение с Божеством приобщилась свойств божественных и таким образом пребывает таинственно обоженной. Плоть же Господа по причине ипостасного соединения с Богом обогатилась божественными силами, при этом немало не потеряв из своих естественных свойств, ибо она совершала божественные действия не своей собственной силою, но по причине Бога Слова. Ибо и раскаленное железо жжет не потому, чтобы оно силой жжения обладало от природы, но потому, что получает такое свойство от соединения с огнем. Следует иметь в виду, что когда мы приписываем Христу божеские свойства, например, всеведение, всемогущество, вездесущее и так далее, то усвояем их Христу как единому лицу, но не его человечеству в отдельности. Человечество Спасителя восприняло столько совершенств, сколько оно могло вместить, не превратившись в божество. Поэтому само по себе оно не может быть названо вездесущим, всемогущим и тому подобное. Третьим следствием соединения двух естеств является то, что Господу Иисусу Христу, как единому лицу, подобает единое нераздельное божеское поклонение. Господь Иисус Христос говорит о необходимости чтить Сына так же, как чтут Отца. От Иоанна 5:22-23. Сын же есть наименование не природы, а лица. В православной церкви поклонение и почитание всегда относятся к божественным лицам, а не к безличной природе. Поскольку во Христе одно и притом божеское лицо, то этому лицу, а не каждой из природ в отдельности, воздается божеское поклонение. Девятый анафематизм Пятого Вселенского собора прямо запрещает распределять поклонение между двумя природами Спасителя. Поэтому для православных совершенно неприемлема, например, римо-католическая практика поклонения сердцу Иисусову. Понимание сердца Иисусова как символа любви не спасает положение. В Священном Писании мы не видим никаких следов практики поклонения божественным свойствам, поклонение всегда обращено к лицам Пресвятой Троицы. Четвертое следствие – это наличие в Господе Иисусе Христе двух естественных воль и двух естественных действований. Учение о двух волях и действованиях во Христе было разработано в православном богословии в VII веке в контексте борьбы с ересью монофилитства, от греческого «монос» – «единый» и «филема» – «воля». В отличие от монофизитов, монофилиты принимали орос IV Вселенского собора и признавали реальные различия божественной и человеческой природы во Христе. Однако при этом они утверждали, что во Христе имеет место единая воля и единое действование – энергия. Признание во Христе единой воли ведет к неприемлемым последствиям. Фактически монофилитство утверждает,
что воля есть атрибут не природы, а лица, тогда как, согласно учению о Пресвятой Троице, воля в Боге является атрибутом не божественных лиц, но общей им природы. Признание во Христе единой богочеловеческой воли, отличной как от божественной, так и от человеческой, логично приводит к трибожию, то есть к рассечению Троицы на трех различных богов. В случае признания единой воли во Христе божественной, человеческое естество Спасителя оказывается лишенным свойственной человеческому естеству активности и предстает как пассивное орудие божества. Очевидно, что существо, которое не обладает человеческой волей и энергией, невозможно назвать совершенным, полноценным человеком. Природа вне энергии есть просто абстракция, просто отвлеченная сущность, не существующая реально. Если во Христе действует только божественная воля и энергия, тогда он всего лишь призрак человека, не обладающий реальным бытием. Тогда человеческая природа не может считаться ни воспринятой, ни исцеленной божеством. Согласно вероопределению Шестого Вселенского собора, во Христе имеют место две естественные воли или хотения и два естественных действия или энергии, которые, подобно естествам, соединены нераздельно, неизменно, неразлучно и неслиянно. Священное Писание явно указывает на две воли во Христе. Во время Гефсиманской молитвы Господь восклицает: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». От Луки 22:42. По божеству у Отца и Сына одна и та же общая воля. Какая же может быть во Христе воля, отличная от воли Отчей? Естественно, человеческая. Святитель Афанасий Великий комментирует этот евангельский стих следующим образом. Христос показывает этим две воли – человеческую, свойственную плоти, и божескую, свойственную Богом. И человеческая по немощи плоти отрекается от страдания, а божеская его воля готова на него.